Здравствуйте, уважаемые телезрители! В нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошла зоозащитник, парикмахер Ольга Евгеньевна Сафронова-Москвина. Ольга Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, вообще какое у вас, как у гражданина, как у человека, интересующегося жизнью, отношение к периоду репрессий, которые особенно у нас были в первой половине 20 века? Отношения это неоднозначно в любом случае, поскольку мы живем совершенно в другом времени, и та информация, которую мы сейчас получаем, может быть какой-то искаженной. Это в любом случае. То есть все данные нужно иметь от первоисточника. Но вообще отношения у меня, конечно, наверное, я не поддерживаю эти репрессии ни в коем случае. А какие-то вообще действия государства вообще когда-то могут быть оправданы, вернее, оправдывать массовые убийства невинных людей, сотен тысяч? Или какие-то все-таки можно оправдать какими-то действиями, как считаете? Ну, смотря что под государством подразумевать, во-первых. А репрессии были обусловлены борьбой за власть. То есть это политические подтекст имеют явления. Поэтому здесь только люди были винтиками этой борьбы, больше никак. Какие цели нужно на конкретных примерах? Так вот, все обтекаемо, это ни о чем. То есть какие-то примеры задавай, я тебе скажу, как я к этому отношусь. Ладно, мы этим примером вернемся на процессе вашего комментирования, пожеланий, которые наша инициативная группа обращает к региональной и городской властям. Все пожелания реализованы в десятках регионов страны, но, к сожалению, кроме нашей республики. И мы хотим брать пример вот с этих хороших примеров из десятков городов нашей страны. Первое пожелание, которое мы считаем пора уже реализовать, чтобы в нашей республике проводилось ежегодное поминальное мероприятие памяти жертв репрессированных земляков. И один из высших руководителей нашей республики выступал ежегодно с словами соболезнования их семьям. Как вы относитесь к этому? В любом случае, какая-то элементарная справедливость должна быть восстановлена, это первое. Если семьи и люди репрессированные, скажем так, были наказаны незаслуженно, наказаны несправедливо, должна быть восстановлена эта справедливость. Это первое. А второе, почему бы нет, потому что нам нужно помнить нашу историю всегда и во всех аспектах, поэтому такие исторические моменты необходимо как-то увековечивать хотя бы таким образом. Кроме того, в нашей стране уже более 1000 памятных табличек повешены на стенах последнего места жительства расстрелянных, репрессированных людей. Но, к сожалению, в нашей республике пока ни одной такой нет, и мы считаем, что эту традицию пора и нам перенять, жителям Мордовии, чтобы у нас на домах репрессированных, еще сохранившихся, тоже вешались такие мемориальные доски. Как вы считаете? Если это кому-то нужно, например, семьям репрессированных людей, пострадавших из-за репрессий, то пусть будет так. Я в этом ничего негативного совершенно не вижу. А если жители этого старинного дома выступали бы... Старинных домов не осталось, скажем так, давайте. Но все равно несколько домов остались до репрессивного вот этого периода. Несколько. Даже общих домов осталось. Ну и, возможно, и частные. А в чем вопрос заключается? Если жители недовольны тем, что их дом, с их точки зрения, портят этими вот такими трагическими табличками, как бы вы их убедили, что все-таки стоит повесить? Жители, во-первых, Мордовии, Саранска настолько терпилы, что им будет настолько все равно глубоко, что будет на их доме висеть, и какого контекста будет это обращение или памятная табличка. Я думаю, что они даже этого не заметят. Это первое. А вообще, с людьми нужно всегда вести диалог по каким-то спорным вопросам. И всегда можно договориться, объяснить цели этого мероприятия, задачи, в общем-то, и убедить, если на то пошло, людей в необходимости этих памятных табличек. Еще в десятках городов нашей страны установлены в центрах городов памятники жертв
репрессий. И мы считаем, что и пора тоже у нас в Мордовии. У нас, можно сказать, десятки тысяч пострадали в большом терроре, а вместе с раскулачиванием, коллективизацией сотни тысяч жителей нашей республики пострадали. Почему бы в центре города не поставить памятник им посвященный? Конкретно где? Около Советской площади. Допустим, где памятник жертвам Первой мировой войны. Или памятник жертвам Чернобыльской вот этой трагедии тоже до сих пор не поставили памятник. Где-то около Советской площади, чтобы люди знали, что мы помним. Ну, если это не придет к вырубке деревьев, Конечно. на Советской площади можно поставить все, что угодно. А кроме нового храма, конечно, очередного собора какого-то. Кстати, новый храм Все построен можно. на Химаше. Да, новом еще не микрорайоне. хватает, да, одного? Но уже построят. Следующее наше пожелание в том, чтобы музей организовать. Тоже в котором будут сосредоточены архивные материалы, книги, и научные исследования, мероприятия там проводиться. Тоже во многих регионах есть музеи, посвященные репрессиям. В некоторых городах даже по несколько музеев, а у нас, к сожалению, ни одного. Ну, насчет музея, конечно, это очень глобальная затея и задумка. Хотя бы зал в музее, этому посвятить можно. Или какую-то экспозицию постоянно действующую тоже. А поскольку вот этот пункт я поддерживаю полностью, он, скажем, имеет исторический момент и значимость, а историю нужно свою помнить, как я уже сказала, поэтому повторюсь, вот этот пункт поддерживаю в полном объеме, да. Да, спасибо. Следующее пожелание – это то, чтобы для, в том числе будущего музея, открывались все до одного архивные документы, связанные с репрессиями, и не продлевали их до 2040 года и так далее. Уже давно прошел срок секретности, и пора уже открыть все до одного документы. Как вы считаете? Ну, конечно, 100% поддерживаю. Да, тем более это и ученым нужно, и в целом обществу. Следующее пожелание. Реабилитация у нас остановилась в середине 2000-х годов. В прокуратурах распустили отделы, расформировали, которые занимались реабилитацией. И мы считаем, что это неправильно, и нужно еще многие миллионы не реабилитированы. Нужно вернуться, снова создать отделы в прокуратурах или продолжить через общественную организацию эту реабилитацию, но всех до одного реабилитировать. Кто еще из невинно пострадавших остался забыт. Если это кому-то нужно, если есть в этом необходимость для кого-то, то пусть занимаются люди этими вопросами. А просто я лично, моя семья, она, скажем, в этих событиях не участвовала. Но опять-таки я не за себя говорю, но свою точку зрения. Если нужно, хорошая инициатива. Да. Справедливость нужно восстанавливать, а память нужно воскрешать, конечно, да. И в том числе, раз вы поддержали открытие архивов, наверное, вы поддержите наше пожелание, чтобы обнародовать географически точное месторасположение всех мест массовых захоронений репрессированных людей на территории Мордовии. Их наверняка около 10, а нашли случайно только 2. А карты, где находятся, до сих пор засекречены почти по всей стране, кроме Ленинграда. Там не вижу в этом ничего плохого. Да, нужно действуйте, ребята, конечно. Кладбище прятать не нужно. И вот последнее наше пожелание в том, чтобы на уже обнаруженном месте захоронения около 700 расстрелянных людей на юго-западе у ручья Эрефлей, Богоявленский родник, церковь называют, там возвести мемориальный комплекс памяти жертв репрессированных, который есть тоже в десятках регионов страны, чтобы люди знали, что это место не для шашлыков, не для переусадебных участков, не чтобы там эту территорию выровняли, построили небоскреб или гостиницу, а чтобы или это церковь. Было, где часовня стоит. Уже стоит. Чтобы часовню не сносили, построили небоскреб огромный, а чтобы там был мемориальный комплекс, подчеркивающий вот эти 7 расстрельных ям. Сколько пострадает зелени и насаждений зеленых? Надо сделать так, чтобы не пострадало, а наоборот вокруг вот если аккуратно никто не пострадает, и ничто. Поддерживаю полностью. Ну, спасибо вам большое. Я все пожелания поддерживаю, за исключением некоторых моментов принципиальных. Правильно, у нас все участники инициативной группы в имеют свою чем-то точку зрения, но исходя правильно. из того, что ты попросила меня одной острой темы не касаться, я ее не коснулась в нашем диалоге. Да. Вот. Но если среди репрессированных есть люди, в том числе и священнослужители, их память тоже нужно увековечить, в этом мы с вами тоже согласны.
Просто повторять этих репрессий. Здесь стоит новых не вопрос нужно. справедливости и необходимости этих репрессий, во-первых. Опять-таки, много простых людей были в этом замешаны, ну, по какой-то нелепой случайности, там, по каким-то личным враждебным отношениям среди общественных деятелей того периода. Поэтому неважно, какой человек занимал пост, какой у него был социальный статус. Здесь главный вопрос справедливости. Спасибо вам за политкорректность, за выполнение моих просьб. Уважаемые телезрители, в нашу инициативную группу вошла умный человек, общественный деятель, активный, можно сказать, больше 10 лет посвятивший себя помощи людям, хотя это, конечно, никакой благодарностью ей не отплатили, но я лично от себя вам выражаю благодарность за вашу общественную деятельность. Ольга Евгеньевна Сафронова, Москвина. Спасибо вам большое. Пожалуйста, всего доброго.